Только что Елена Геннадьевна пыталась толкнуть такую речь вступительную, тренировалась, репетировала, пока мы ехали. Да-да-да, хотела с вами поздороваться, толкануть речь. Но когда включилась камера, что-то она засмущалась. В общем, 22 августа, День Республики. Всех с праздником, процветания этой нашей республики, также процветания нашей стране. Пусть все будет хорошо. Ну а мы в этот праздничный, дождливый день, да, посмотрели прогноз. Дождь должен быть пойти только через 2 часа. Но в итоге он уже пошел. Ну если мы уже приехали, все-таки давайте попробуем хоть немножко, хоть маленькую тарелочку черники мы собираем. В общем, поехали за черникой в поход. Немножко, может быть, промокнем. Ну, раз приехали, так приехали. А сколько мы соберем, скоро мы увидим. По крайней мере, тары взяли вот немало. 1, 2, 3, 4 ведра. Ну, что-то под грибы, что-то под ягоды. Вот такой вот пестер от Максихода пластиковый с ПНД. Готовы? Поехали. Поехали, потопали. Пошли посмотрим, что в этом году мы в лесу еще не были. Здесь у нас полное счастье. Бегает, прыгает. В этом году уродилась вся ягода. Черника, брусника, земляника и все такое. Сейчас мы это и посмотрим. Чернику народ собирает уже очень и очень давно. Так что пойдем вглубь леса. Росы, конечно, очень много. Ну, чуть. Раз собрались, раз вырвались. Все-таки мы попробуем что-нибудь дособрать. Ну вот. И первые черничные кустики. Как мы видим, чернику мы нашли немножко. Не знаю, видно, что было по дороге собрано. Местами где-то собрано, местами нет. Но я так думаю, всю ягоду, так же как все грибы, собрать в лесу невозможно. Так что, не знаю сколько, но немножко, я так думаю, мы пособираем. Ну-ка, толкни речь, что хотела. Я хотела сказать, что Коми-рыбак настолько любит лес, что дочь в 7 утра разбудил ради того, чтобы пойти за ягодами. А дочь Коми-рыбака ягоды любит? Нет. Вообще терпеть не может, Я да? люблю их только есть, но никак не собирать. Да, я про то и имею в виду, да. Так что Коми-рыбак так любит свою дочь, что в 7 утра поднялся, сейчас уже 8, кстати, Это кто? чтобы А, поехать и собрать Джесси бежит, я думала, ягоды это для смотреть. своей любимой дочери, да? Да. Да. Все. Начинаем сбор дикоросов. Сейчас говорят, кстати, налоги ввели, да? Если собираешь ягоды, надо платить за это деньги. А- Или свистят. Они свистят. Они свистят. Погнали. Не так, Лена. Если- Я не часто хожу за ягодами. Нет, ты вот если... Сейчас, подожди. Если ты уже взяла комбайн в руки, надо делать так. Вот отойди немножко в сторону, смотри. Вон. Берешь в правую руку комбайн, вот так взяла ягоды, и чтобы не рвать листья, вот раз, придерживаешь так вот, чтобы не сыпалось, и все. И кустики на месте, и вся ягода осыпается. А если будешь так делать, если ягода, кусты вперед наклоняются, ты будешь рвать их вот. А так они все вот так вот делаешь. Все, и она, ягода в комбайне, кусты на месте, ничего не страдает. Вот так, вот так, вот так. Видишь, поняла? Но если Чё ты не, комбайнов так мало? если ты не умеешь комбайном пользоваться, лучше собирай вручную тогда. Я говорю, надо было 4 комбайна. Нету больше у нас 4 комбайнов, у нас только 2. Такие комбайны, как вот этот совдеповский наш совковый комбайн, такие сейчас не продаются.
такие только можно сделать самому. Я нигде не видел продажи такие комбайны. Если кто знает, где они продаются, пишите в комментариях, я обязательно закажу себе такой комбайн. Вот, обязательно мы закажем такой комбайн, потому что Коми Рыбак взял только 2 комбайна, потому что у нас больше нет. У нас больше нет комбайна. Давай собирай руками, болтаешь тут. Давай. Дочь, и И дочь. Мы без комбайнов. Все, давай, собирай. Комбайнерша, блин. Болтушка. Ну как-то вот так вот потихонечку. По крайней мере на тарелку с молоком мы уже собрали. Черники действительно много. Лишь бы ливень не пошел. А то сегодня собирать сыры. Дождичек был, дождичек моросит. Приятного мало, но если уже приехали. Днем по прогнозу будет еще больше. Так что собираем. Нас греет День Республики. Да! Я тебе все видео испорчу. Да? Да. Ты Со зла. со зла? Потому что разбудил меня рано. Так ты сама всех разбудила. С утра поднялась, говорит, подъем, подъем, вы чё, весь день проспите? За ягодами очень хочу, давайте быстрее, да? Ну так и было. И пусть попробует кто-нибудь сказать, что это было не так. В чем большой плюс комбайна еще вот то, что это кроме того, что ты собираешь не по одной ягодке, а сразу по десяток, 10-20 ягод. Некоторые вообще граблями вот так вот гребут, но граблями, мне кажется, очень сильно страдает куст черники, потому что там бесконтрольно это все вырывается. Это, ну, это чисто мое мнение. Я не знаю, народ собирает так же. Все-таки комбайном более, как говорится, культурно. Но вот самый большой плюс — это не надо с собой носить ведро ягод. Вот, скажем, нашел полянку такую ягод, собрал, чернику здесь, скажем, чернику здесь, ягоды собрал, вон здесь, вокруг этого ведра прошелся, быстренько вот так собрал. Раз, тебе в руках ничего не мешает, никакого ведра у тебя нету. Быстро передвигаешься с кустика на кустик. Вот оно. Все, собрали, кустик на месте целый. Собираем дальше. Все, ничего, никакого вреда. Можно собирать по-разному. Можно и руками рвать ее, эти кусты, а можно и комбайном собирать аккуратно. И вот собрал вокруг ведра все кустики, скажем. Все, ты вот сюда раз вот так высыпаешь и все собираешь дальше. Во-первых, у тебя ведро показывает место, где ты собираешь вокруг, собрал вокруг одну кучку, пошел дальше. Конечно, собирать лучше в сухую погоду, мокрую, очень много листьев вот так вот прилипает. Черника уже созрела, вернее даже немножко перезрела. От куста отходит хорошо. Но лучше все-таки собирать в сухую погоду. Ну, как говорится, лето у нас закончилось. Дня 4 назад было жаркое лето. И теперь у нас пошли дожди. Похолодало. Ну ничего страшного. У природы нет плохой погоды. Так, моя семейка там что-то кучкуется, видать, нашли хорошее место. Но здесь тоже, как мы видим, в этом году черника вот крупная и обалденно вкусная. У нас младшой Генка очень любит чернику с молочком. Просто балдеет. Так что сегодня привезем домой дары леса, подарочек гостиницы.
Вот еще один комбайн готов. Ну, как-то дело шустрее с комбайном, чем без него. Вон, 3 комбайна, и дно уже закрыто. Джесси у нас как медведь тоже чернику собирает. Вкусная ягодка, да, Джесси? Вкусно? Ой, как вкусно, да? Вкусно, красотуля моя, вкусненько. Кушай, кушай. Кушай витаминчиков. Зимой такого уже не покушаешь. И собирай, иди собирай ягодки. Молодец. Медведь вон ягодами питается, он какой здоровый. Так что будешь кушать ягоды, тоже будешь такой же здоровый. Все, Джаконда, иди собирай в другом месте. Вот хитрая, блин. Собирай там, где я нашел хороший кустик. Тебе тоже надо, Джесси, ведро дать, чтобы ведро собирала. Так. Еще один комбайн. Немножко подрасшатался. Че, Ромка, как дела? Как успехи? Литра 3 уже? Да ладно. Я думал, у тебя полный туесок уже. Я так, по коленочке. Понятно. У Джаконды крыша поехала. 5-й круг уже делает. О, просто летает. Сначала вокруг Ромки, потом вокруг меня, потом вокруг наших девочек. Переела черники, наверное, да, Джесси? Да, Джаконда? Да? Четвертый круг уже нарезает. По кочкам так интересно прыгает на 4. На кочках есть, на кочках крупная. У кочки смотрите. Че, где твои литра 3? Ну, не 3, наверное. 2-то точно есть. 1,5. Ну, может быть. 1,5. Ну, половина, здесь вот 5. Вот 5, половина. Половина 2,5. Ну, 1,75 может быть. Ты не с той стороны смотришь. Да. Грибов пока нет еще. Что-то 3 дней дождей пока, видать, мало. После этой засухи. Что, у вас как дела? Спина сырая уже. Да, ну это нормально. А тут участок-то небольшой. Сейчас дальше поедем. Че, Ленусь, как настроение? Я там собирал уже, что-то там, а по одной главное еще. А как еще нам собирать? Ты ведро собираешь? Смотри, вот сравните, друзья, какая у меня чистота и какая грязнота у папы. Где грязнота-то? 2-3 листика Вон есть. все листик, а у меня чистота. Правда, у меня меньше в 4 раза, но зато чисто. А ты кушала ягодки? Ну-ка, язык покажи. Не кушала. Ты, наверное, не в то ведро кладешь ягоду. Да? Не тем ковшиком собираешь.
А, Ленок? Зато живут так довольны. Ну, и то хорошо, и то ладненько. Где же ты еще свежую ягоду покушаешь, если не в лесу? Как хорошо, что ты меня в 7 утра разбудил. Сейчас бы вот ягоды... Как хорошо иметь домик в деревне, да? Мгм. В И городе, лес, так... и лес, в городе такого нету. и лес рядом. Студент. Так не хочется уезжать. Куда, в город-то? Да. Ты там будешь скучать, наверное, по этим ягодам, да? По этим кустам черники. Вот, друзья, не поверите, вот в деревне настоящая жизнь. Ты каждый день что-то делаешь. Балабол То какой. ягоды собираешь, то еще что-то. Еще что-то это что? Сено сгребаешь. Сено сгребаешь, картошку окучиваешь. Я А вот ты, наверное, будешь страдать, да? Скажешь, блин, уехала, мама, папа там одни картошку собирают. Я даже не успела, вот да? в деревне, в Покче нашей родной, еще ни разу на кровати просто так не отлеживалась. А ты в Каре целый год лежишь, скучно так жить, друзья. Так что не живите в этих городах, приезжайте в деревня на лет. Что? В деревня. В деревню, может быть, в деревня. Сама ты деревня. В деревню приезжайте на лето и занимайтесь делами, и будьте такими же трудягами и молодцами, как я. Ну ты речь толкнула, Елена Геннадьевна. Тебе только на трибуне занято кричать. Сейчас подписчики поймут, что дочь Коми Рыбаков вот Да? такая. Ну что есть, то есть. Нет, на самом деле я очень умная. Я Да. все-таки Просто будущий про- педагог. Просто притворяюсь, да? Просто притворяюсь. Понятно. Видишь, вон кустик, что такое кустик, было? кустик. Эта камера включилась. Вон кустик, кустик, кустик. Собирай давай. А то только песни поешь и болтаешь тут. Ты же не начал, не сказал же go stop видео. Все. Ой, go что-то... Го, Go play видео. голову, плей, да. Ты же не сказал. Ой. Работала бы еще, я бы сказал там, GoPro, собирай чернику. И она бы раз пошла чернику собирать. Было бы круто. Вот видишь, как надо чернику собирать, Лен? Раз, и все готово. Я уже сказала. Кстати, у дождя тоже свои плюсы. Зато у меня чисто. Смотри, у меня тоже чисто вот листики все прилипают к комбайну, а на ягодах практически листьев нету. А у меня наоборот, листики прилипают к пальцам. Да? Да. Понятно. Так что под дождем, оказывается, еще лучше ягоды собирать. Лучше собирать, если у вас есть комбайн. Мусора нет, да, с комбайном вообще обалденно. А без комбайна очень плохо. Да, Да. точно. Да. Устами младенца глаголит истина, Я Лен. уже не младенец, я уже тинейджер. Кто? Шучу я, шучу. Я уже юноша. Ой, Да. подожди, а кто я? Девушка, короче. Кто ты, как тебя зовут? Нет, Буратино. Да? Господи, кто я? Ну что, Роман? 2 литра. Ну, тут уже больше 2, наверное, немножко. Вот, кстати, первый грибочек, да. Ну-ка, у меня... Ленуська, что, много собрала? Кружку? Да. Собаку надо научить грибы искать, чтобы она искала и гавкала. А, ты туда в коробку будешь складывать? Ты с корнем, наверное, вырвешь снизу или снизу порежь? Тут он, наверное, целый должен быть. О, ни хрена себе ножка. У-ху-ху-ху. О, корешок отрежь. Целый? Целый. Нормально, остальное мама почистит дома. Давай, закину. Да зачем? Первый грибок. А что, куда? Или там он болтаться будет? Да пусть болтается, что. В пакет хотя бы сначала. Там будет пачкать. Ну, давай пакет. Куда его дел? А вон это что за грибы? Поганки. Вон еще второй. Ну, наверное, это... Что вот ты сделал? Почему у меня теперь этот обвиснет правильно? Не знаю. Так, он, наверное, гнилой, да? Это да, этот большой уже все.
вон. Давай, пакет. Может еще и на жареху на обратном пути заедем это. Что тут, наверное, что-то не так, нет? А ты это... А, вон здесь, да. Ну-ка! Что-то здесь оно. Че уже обордело? Ведра на весу поесть. Надо было с чехлом покупать, наверное. Чехол засунул, да и все, он как в рюкзак получается. С этими ремнями не так удобно. Что-то не совсем. Вот остальное так ремни потянул, да и все. Так. Ну что у тебя, как дела? Ну, видишь, мама руками же собирает, а у тебя что? У меня маленькая. Рука? И рука, и ягода. Понятно. Что-нибудь да найдем? Ромка заметил интересное, говорит, дерево. Не знаю, покажет, не покажет. Вот сосна. Здоровенная получается. Ну вот, для сравнения. Вот. Руки у меня не сошлись. Там где-то вот так еще у меня получается здоровенная сосна. И вот верхушка получается вон. Не раздваивается, даже расстраивается. Вот. 3 отростка где-то с центра дерева идут, растут. Это, видать, когда дерево было маленькое, кто-то верхушку отломал. И вон вверх оно пошло. Так уже отломанное расти. Ты наоборот подальше отойди, отсюда хорошо видно. Откуда видно хорошо? Отсюда. О, да. Вот такой вот чудо природы, можно так сказать. Туда можно домик построить, да, Лен? Ага, на дереве. Ага, домик на дереве. Чомик. Прятаться там. Че, Когда папа бери. с утра зовет. Что, папа? Я говорю, прятаться в этом чомике, когда папа в 7 утра ягоды зовет. Да? Тогда. Может, здесь спать останешься? Не-не-не. Я боюсь медведя. Медведь? Да медведь сам тебя испугается. Это что-то страшное. Не. Так, собрались было выходить на дорогу, чтобы переехать на другое место. И тут бац, вон на выходе опять черника. У Лены даже ведро почти полное, да? Ну-ка покажи, сколько там. Во, вот это уже прогресс. Донышко почти уже. Тара-тара-там. О, у меня даже несколько брусничек попало. Брусника еще вот у нас белая получается, рано. А народ, наверное, некоторые уже, наверное, собирают вовсю, чтобы успеть. В этом году... Роман потерялся. Че орешь? Потерял нас. Че орешь? Так тут ягода, иди собирай. Ты ушел? Потерялся? Ну, Роман, да я уже не помню. Ну вот. Ленуська собрала полное ведро ягод и рассыпала, да? Куда ты рассыпала? А, вон здесь. Ну давай, иди соберем. Легче же здесь. Я говорю, легче собрать. А как ты так умудрилась рассыпать-то? Здесь ты нам помочь хочешь? Как ты так умудрилась рассыпать-то? Не знаю. Эх, Елена Геннадьевна. А это что за грибы? Не знаю. Поганки? Не знаю. Желтый. Скажи, пол ведра было, да, Лен? Угу. Стало грязно и мало. Ну вот, а говоришь, папа грязно. О, да, тут все рассыпало. Я говорю, еще и в ямку. Ну ты даешь. Так, ну вот вроде все направились к выходу. Поехали, съездим в другое место. Немножко не хватило до полведерочка. Ну,
литра 4 уже точно есть. Так что потихоньку, если все собрать, ведерочка уже будет, если всех нас. Мелкая что-то пошла, и походу уже собирали здесь. Так что пойдем искать более ягодные места. Я себе собрала на чашу. Что собрала? Ну-ка покажи. Так ты сейчас опять пойдешь собирать и опять рассыпешь чистые. Так, это у нас собрала Леночка. Это вот у нас собрала мама вручную. Это собрал Ромка. Это собрал я. Сейчас, ну-ка, Ромка, давай, доставай. Давай все соединить надо в одно это. Так что, ну-ка, посмотрим, сколько там у Ромки. Ну, в принципе, столько, почти столько же, если высыпет. Ну-ка. Побольше немножко. У меня побольше, да. На литр где-то, наверное. На пол-литра, то точно больше. Так что соединяем все ведро. Да, конечно, что потом полный ведра таскать. Скажем, что все вместе собрали, да? Но, Все равно, видишь, комбайн и вручную. Ну, разницы особо нет. в 3 раза. Да, конечно, нету. Лена, смотри, вручную, как тише. Ты по размерам имеешь в виду, а я говорю по грязности. Нет, грязности. Сегодня сыро вообще комбайн хорошо. Наоборот, листва прилипаются к комбайну. Как надо собирать. Да, это ерунда. Это 3-4 листика, это фигня. Главное то, что я тоже думал, что будет, ну, грязно, сыро, а наоборот, вот листва вся прилипает к комбайну. У Ромы еще грязнее, чем у меня даже. Так вот, я так же, наверное. О. Бац. Вот 8 литров. Бац. Вот, момент сюда. О. Че, Ленусь, будем соединяться, нет? Нет. Так у тебя же сверху. Ну, посмотри, у тебя грязи столько же там. Нет у меня грязи. Да все высыпай, она сверху будет, давай. Только не поместится. Что ты потом опять рассыпешь и все? не Нет, тихо. Скажем, что ты тоже вместе с нами собирала. А ничего, что я уронила вообще-то? На. О, собирай дальше. Ты думаешь, не закроется крышка? Не, немножко-то закроется. Как раз ровно 10 литров. Раздавит. А мы в руках будем, не будем прижимать. Тихо, не придавливай. Ягоды раздавит. Все. С одного места вот собрали такой вот 10-литровый ведерочко. Одну хоть ягодку съесть. Не, сейчас будешь прижимать, она прижмется. Не? Да немножко фиг с ним. Все. Не прижимай дальше, все. Еще осталось у нас собрать вот 1, 2, 3, 4 ведра и пестер. И можно домой ехать. Да, Ленусь? Да? Ты рада? Нет. Ты ж так. Мне грустно, что я уронила свою добычу. Ну ничего страшного. Еще насобираешь. Какие твои годы? Иди ко мне. Ко мне, Джеська, иди, машина едет там, иди. Джеська, ко мне, иди. Иди, малышечка, иди. Там машинка едет. Аккуратно надо быть. Иди подождем. Что там? Все открыто. Сейчас едем еще куда-нибудь. О, дядя Федя, что ли? Федя, что ли, был, да? Нет. Не он? Давай, комбайн. Поехали дальше. Это мы приехали, но что-то пошел дождичек. Обещанный ливень, походу, надвигается. Лена, ты смотрела, во сколько ливень будет? Весь день. В 11? Ну, по идее, весь день. Сейчас сколько время? Мы вообще сколько собираем? Часа полтора? 2. 2-то нет, наверное. 1,5 часа было, когда мы там были. 10:40. Ну все. Это, наверное, тут дождь есть, все. Сейчас еще на обратном пути заскочим на одно грибное место. Ведро ягод мы собрали, уже не зря. Но так как
полил дождь. И сейчас то, что в лес зайти, то, что в воду, одинаково будешь сырой. Все подумали, и Лена решила, что лучше ехать домой, да? Почему Лена? А кто? Или ты хочешь пособирать еще? Очень. Очень. Давай завтра, хорошо? А завтра уже все, дочь уедет. Да. Ну, хоть напоследок ягод пособирала, да? Да. Все, выезжаем домой. По пути еще одно грибное местечко, и на сегодня хватит. Поехали посмотрим. Ромка! Поехали! Да, Ромка Ну, я, остается. кстати, реально, смотри, больше Ромка и больше остается. дождь. Нет, он сейчас в 11 польет. Все, Вон, погнали. видишь, уже быстрее идет. Значит, прогноз не врал. Прогноз не врет. Время без 8:11. И вот вовремя убежали от ливня. Но нам надо еще зайти за грибами. Так что сейчас по-быстрому это дело мы... Сейчас мы немножко проверим еще пару грибных мест, чтобы себе на жареху вечерком. Только как вот этот ливень сейчас переждем немножко. И по-быстрому тут рядышком. Потому что 3 грибочка мы нашли, но этого на жареху не хватит. Надо хотя бы еще штук 5. Так, ну что, сиди, не сиди. Дождь, походу, заканчивать не собирается. Ну, немножко потише стал. Рома, пойдешь, посмотришь тоже? Да ладно уже так. Все, по-быстрому сейчас пробежимся по грибным местам. Возьми ведерочко. На всякий случай, может быть, буквально... Я в другую сторону пойду. Ну давай тоже. Одну ведерочку, давай. Все. Едем домой, так что если даже немножко и намокнем, не сахарные. Просто 3 дня уже дождичек идет. Чисто теоретически, вон, лужи даже стоят. Но это сейчас. Чисто теоретически грибочки могут уже выйти. А как оно будет на самом деле, мы сейчас это увидим. Если есть, то есть. Но походу их нету. Вот тут они уже бывают. Значит, еще рановато. Значит, день-два придется, скорее всего, подождать еще. Что, Ромка вниз пошел? Да, ну и погодка. Выбрали мы погодку. Все, бегом. Просто в этом году вон, грибочки были. А нет, это не те грибы. В этом году свежих грибов мы так еще и не пробовали. Хотя они вышли рано в этом году. В июне месяце они уже пошли белые. Но потом все высохло. И их не стало. Ладненько. Пока не видать. Поганки всякие растут. Нет, друзья, грибов нет. Но запомните вот это место. Вот. Текут ручьи. Грибы здесь должны быть. Грибов еще здесь не было. Вот второй раз я захожу. Вот, сегодня 22 августа. Вот буквально дней через 5 вот сюда приедем. И здесь, наверное, все будет усеяно уже грибами. Я так думаю. Нету. Тут будут белые. Здесь будут подосиновички. Грибы здесь должны быть. Но пока еще 3 дней дождей. Им этого пока не хватило. Пока, видать, грибница вся высохла. И здесь ничего нет. Так что сейчас еще здесь на лужаечке посмотрю. Здесь тоже бывают грибочки. И если ничего не найдем, то обойдемся без грибов. Потому что с 3 грибов, что мы нашли в лесу, жарехи не будет. Вот здесь они тоже бывают. Запомните эти места. Скоро, очень скоро здесь мы будем собирать грибы. Так. Ну все, не будем дальше мочиться. Поехали домой. Ведро черники мы сегодня собрали. И это здорово. Надолго не прощаемся. Если
дождичка вечером не будет, возможно, уже сегодня мы съездим на рыбалочку. Всем пока, до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.